Еще одну новость из цикла импортозамещения можно назвать сенсационной. В поселке Жешарт может появиться роботизированный коровник стоимостью почти 5 миллиардов рублей. Об этом стало известно на совещании регионального парламента по проекту трехлетнего бюджета. Слово Любови Лапиной. Почти 1 600 000 000 рублей в этом году было вложено в госпрограмму развития сельского хозяйства. 86% – это доля самой республики. Мало того, в начале года по решению главы финансирование было увеличено на целых 95 миллионов рублей. В новых экономических реалиях и битве за импортозамещение отрасль оказалась в списке приоритетных. Перед Минсельхозом стоит задача к 2030 году выйти на самообеспечение региона основными продуктами – мясом, молоком, овощами. При этом основной прирост должен быть обеспечен за счет реализации крупных инвестиционных проектов. Правильность принятых решений по усилению инвестиционной поддержки подтверждается фактическими результатами реализации государственной программы по итогам работы за 9 месяцев. Так, объемы производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях увеличены на 7%. Пищевой и перерабатывающий на 8%. Работу с потенциальными инвесторами Минсельхоз уже активно ведет. Так, сейчас на рассмотрении предложения от компаний из Швейцарии, Израиля и Венгрии. Среди перспективных проектов второй и третий этапы строительства фермы на 1200 голов в поселке Гулишор Прилузского района. Возведение еще одного коровника также на 1200 голов возможно и в селе Пойолдино Сысольского района. Ориентировочный срок начала работ – 2018 год. А в Жешарте в недалеком будущем может появиться современный роботизированный комплекс на 2400 голов дойных коров. При этом там же будет действовать и биогазовая установка, которая позволит утилизировать отходы и производить органические удобрения. Стоимость проекта почти 5 миллиардов рублей. Впрочем, говоря о развитии сельского хозяйства, нельзя забывать и о развитии самих сельских территорий. Речь в первую очередь идет о строительстве на местах объектов социальной сферы, водопроводов и инженерных сетей. В этом вопросе сегодня есть серьезные недоработки. Сегодня уже на дворе у нас минус 20, а мы еще строим водопроводы. Но здесь все мы понимаем, и было озвучено, что все-таки проблема в том, что муниципалитеты наши готовят, мягко скажем, слабенькие проектно-сметную документацию. По результатам, когда они сдают на государственную экспертизу, соответственно, очень много замечаний, которые затягиваются устранение. В результате муниципальные заказы на проводимые работы заключаются только ближе к осени, когда времени на строительные работы остается слишком мало. В итоге сегодня Минсельхоз кардинально меняет сам подход. Отныне в подпрограмму устойчивого развития сельских территорий будут включаться только те объекты, которые уже имеют проекты и положительные по ним заключения. С середины этого года также была возобновлена поддержка личных подсобных хозяйств. В 2015-м ее прекращали. Теперь же государство возмещает подворьям покупку 2 коров. На эти цели только в этом году предусмотрено 2 миллиона рублей. Поддержке сельского хозяйства в отдаленных селах особое внимание и со стороны парламентариев. Сегодня они ищут способы, как лучше организовать доставку и выкуп продукции. Цель совещания и сегодня выработка те решения, которые нужны. Вот я вижу, то это прежде всего закуп продукции. Как доставлять оттуда продукцию, укупать. Это надо или возрождать потребкооперацию, которая работала, или какие-то другие механизмы придумать. Прежде чем тоже сдать корову на мясо, есть процедура, которая обязательна. То есть вет должен посмотреть. Привести корову специально, чтобы пройти веткомиссию, наверное, тоже неправильно. Большие планы у республики и по мелиорации земель. Такоми на эти цели планируют дополнительно привлекать и федеральные средства. В 2017 году это 3 миллиона рублей. В будущем это позволит ежегодно вовлекать в оборот не менее 500 гектаров новых сельхозугодий, а значит и увеличить объем производства основных видов овощей. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган.